Благодарю вас. Следующим в нашем списке будет Организация права и свободы граждан Туркменистана. Дорогие друзья, я из Туркменистана, я 6 лет сидел, и в том числе в концлагере Овадан-Депе. Я бывший узник номер 3, камера номер 4, специализированный блок для руководителей концлагеря Овадан-Депе. Но не обо мне, а сейчас предыдущий оратор сказал о том, какова ситуация в Туркменистане. Абсолютно точно согласен. Вот есть такая тенденция. Даже во время Советского Союза я, например, занимался проблемой уничтожения национальной культуры коневодства. Лошадей сдавали на мясо. И нам удалось остановить это. То есть еще даже в то время можно было говорить. Потом пришел наш Ниязов, он стал секретарем ЦК, и после этого он стал президентом. И вот с того времени, буквально до 1995 года, еще до 1995 года, можно было писать, и можно было как-то доносить информацию. И уже как только Туркменистан получил нейтралитет, статус нейтралитета, все гайки закрутились, а Бердымухамедов просто повторяет эту ситуацию, зеркально ведет в том же самом режиме. Даже вот такая ситуация случилась, когда я сидел, и, моя супруга решилась на то, чтобы пригласить французскую кинокомпанию Galaxy Press, вот с ними сотрудничала, вот предыдущий оратор сказал, Оул Сапар, так, и вот она погибла там. Но вот эта кинокомпания, мы пригласили в дом, моя супруга во всяком случае, и после того, как их поймали, их всех поймали, держали, и там же еще были работники ОБСЕ, после этого меня отправляют из, зоны общего режима, я сидел за халатность, так, они меня отправляют, мешок на голову, отправляют меня в концлагерь Овадан-Депе без всякого предупреждения. Так, а эти люди, которые снимали, французская кинокомпания, их всех взяли, на них возбудили уголовное дело. Но после этого даже этот фильм вышел на тех условиях, когда они показывали нашу семью. Моя супруга не побоялась сказать о том, что муж незаконно, осудили его, и что там вот не дают УДО и так далее. И даже они побоялись здесь показать нас. И вот сколько, мы только 2 года назад нас, наконец, выпустили, мы только тогда узнали, что вышел этот фильм, но они пошли на компромисс, они согласились с ними, и там ничего не известно о нас. То есть я говорю не о том, что есть СМИ или нет, их нет. Туркменистан самый ужасный, самый запущенный пример задавленности СМИ, общественных организаций. Ни с одной республикой вы не сравните Туркменистан.